Мой край известен красивыми пейзажами, горами, достающими до самого неба, и чистейшими родниками. Известен он также и редкостной флорой и фауной. Наверное, поэтому он привлекает к себе людей с древнейших времен. Заповедная местность Дашти-Джум – один из удивительных уголков моего неповторимого края. Его первозданность воспета в поэме великого Фердауси «Шахнаме». Один из героев поэмы по имени Джамшед был настолько пленен красотой здешней природы, что избрал урочище местом своего постоянного жительства. Оттого и носит оно имя Джамшеда. Шли неспешно годы, и позднее урочище стало называться Дашти-Джум – плато, на котором собраны все редкости. Действительно, и животный, и растительный мир тут невероятно богаты. И это богатство, этот уникальный мир мы и должны оберегать. С этой целью 7 лет назад был создан заповедник Дашти-Джум. Надо сказать, что работники заповедника очень старательно выполняют свои обязанности. А обязанности эти у них очень хлопотные. Что интересно, заповедник Дашти-Джум имеет очень своеобразный климат. И каждое животное, птица или пресмыкающееся соизмеряют свой жизненный уклад по определенному времени года. Как и всюду в наше время, здесь также имеются свои проблемы. Вот одна из них. Винторогому козлу, счет которому в мире идет на единицы, тесен нынешний ареал обитания. Ему требуется простор, а границы заповедника давят его, словно прутья клетки. Или другая проблема, волнующая работников Дашти-Джума. До сих пор нет четкой природоохранной концепции. Если эти лежащие на поверхности проблемы будут решены, то численность редких животных возрастет настолько, что, скажем, винторогих козлов можно будет продавать за рубеж. В заповеднике выстрелы воспринимаются как сигнал тревоги. Значит, кто-то нарушил строгие законы этого замкнутого уголка природы. Браконьер далеко не уйдет. По крайней мере, такого в практике сотрудников Дашти-Джума еще не было. Работники заповедника несут свою службу вместе с пограничниками. Трудятся с ними плечом к плечу.
важна неприкосновенность наших рубежей, важна и сохранность удивительного мира природы. Здесь каждое ущелье полно своей неповторимой прелести и неудержимо влечет сердце добраться до их начала, подняться до самых заснеженных вершин, до истоков стремительных холодных ручьев. Особенно хорошо здесь весной, когда природа одаряет великолепной зеленой палитрой, когда отовсюду доносится пение и слаженные птичьи хоры. Человека чарует волшебство природы. Он становится чище в помыслах и желаниях. И верится, что людям с корыстными намерениями сюда просто заказан путь.